привет! Это Киноалания. Ну что ж, каникулы закончились, пора приступать к работе. В кино сегодня стартует несколько отличных лент. Сейчас обо всем расскажем по порядку. И начнем мы с самой прикольной новинки этой недели полного экшена мультфильма «Камуфляж и шпионаж». Взрослым тоже советую послушать, ведь эта анимашка точно заинтересует зрителей любого возраста. Два главных героя – супершпион Лэнс Стерлинг и молодой, немного странный ученый Уолтер Беккет. Эта максимально разная парочка вынуждена объединиться, чтобы дать бой страшному злодею. Вот только к злодею этому никак не подобраться. Поэтому в ход идет экспериментальная разработка Уолтера. Она сотворит с Лэнсом невообразимое, превратит его в голубя. Анс, посмотри на меня. Посмотреть на тебя? Я вижу свой зад и твое лицо одновременно! «Камуфляж и шпионаж» основан на короткометражке Лукаса Мартелла «Голубь невозможно». Полный метр не то чтобы прям развивает историю десятилетней давности, он скорее берет ее за основу и, отталкиваясь от нее, придумывает для героев умопомрачительные приключения. Пожалуй, главная фишка этого мультфильма – два главных персонажа. Лэнс Стерлинг – лучший в мире спецагент. И даже если вы не знаете, кто его озвучивает, вы можете догадаться, ведь он буквально срисован с Уилла Смита. Кстати, Смит не работал с мультфильмами с 2004 года, тогда он озвучивал Оскара в «Подводной братве». Его напарник – малолетний гений, создающий совершенно дикие изобретения, которые в итоге все же оказываются полезными. Уолтера озвучивает Том Холланд, и для него этот мульт стал дебютом в озвучке. Видимо, ему понравилось, ведь совсем скоро в кино стартует еще одна анимашка, где один из героев говорит голосом Холланда. Это биодинамическая маскировка. Представьте, что вы вдруг исчезнете. «Камуфляж и шпионаж» – драйвовый, динамичный и действительно смешной мультфильм. Он идеально подойдет как для взрослых, так и для детей. Уже по традиции это не просто рассказ о борьбе добра со злом, а история о дружбе двух совершенно разных людей. Родителям с детьми смотреть обязательно. Уолтер, ты сживаешь слишком... Что случилось на подлодке? Остается на подлодке. Но это, конечно, не единственная новинка этой недели. Сейчас расскажу о других премьерах. В кино стартует новый фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэла». Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1996 году. Ричард Джуэл, работавший тогда охранником на Олимпийских играх в Атланте, нашел рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Вот только всеобщая благодарность длилась недолго. Через несколько дней Джуэл превратился в главного подозреваемого и жертву травли со стороны СМИ. В фильме сыграли Сэм Роквелл, Джон Хэм, Оливия Уайлд и Кэти Бейтс. А еще на большие экраны вышла французская комедия «Горячие мамочки». Три подруги едут развеяться на солнечный Лазурный берег. Отдых становится жарким, когда они встречают трех молодых парней. Что из этого выйдет, смотрите в кино. На больших экранах можно также посмотреть детективный триллер «Девушка в лабиринте». Главная героиня Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом ей удалось сбежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя. Случаем Саманты занимается и частный детектив Бруно Генко, для которого поиски похитителя таинственного человека в маске должны стать последним делом жизни. Для любителей пощекотать нервишки в кино показывают ужастик «Изгоняющий дьявола» Абаддон. Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи. А сейчас коротко о других фильмах, которые продолжают показывать на больших экранах. Некоторые из них нельзя пропустить.
Сегодня в массе один из самых необычных мультфильмов последних лет – «Кубо. Легенда о самурае». Потрясающая анимашка совершенно незаслуженно прошла мимо большинства зрителей, что по сути несправедливо. Главный герой – мальчик по имени Кубо, он наследник древнейшего рода. Вот только сейчас ему приходится жить с больной матерью в пещере, из которой можно выходить только днем. Кубо вынужден сам зарабатывать на жизнь, и у него удивительные способности вдыхать жизнь в неодушевленные предметы своей музыкой. Но однажды он окажется в смертельной опасности. Кубо придется отправиться в путешествие в поисках волшебных доспехов вместе с говорящей обезьяной и превращенным в жука-самураем. Тебе помочь? Нет, я сам. Да, давай. «Кубо» – мультфильм максимально не похожий на все анимашки, которые сейчас выходят на большие экраны. Он более глубокий, серьезный, даже мрачный, но все же дающий надежду. Кстати, студия Лайка, которая его создавала, известна такими мультфильмами, как «Каролина в стране кошмаров», «Паранорман» и «Семейка монстров». Все та же студия Лайка, одна из немногих, не ушла полностью в компьютерную анимацию, а продолжает работать в кукольной. Возможно, поэтому «Кубо» получился таким душевным, ведь над каждым персонажем корпели вручную. Да, на это ушло аж 5 лет, но когда вы посмотрите, поймете, что оно того стоило. Работала над мультфильмом фантастическая команда. Озвучивать героев позвали настоящих голливудских тяжеловесов. Обезьяна говорит голосом Шарлиз Терон, лунного короля озвучивал Рэйф Файнс, а жука – Мэтью МакКонахи. Добавьте сюда гениального Дарио Марианелли, который создавал для мультфильма музыку, и получите ленту, обязательную к просмотру. Вообще, «Кубо» крайне нестандартный проект. Здесь есть действительно неожиданные сюжетные повороты, которые в современных мультиках встречаются крайне редко. А еще есть над чем подумать после просмотра. «Кубо» по сути штучный продукт, особо выделяющийся на фоне бессмысленных конвейерных проектов последних лет. Это красивая, глубокая история с душой, где идеально уживаются печаль и приключения, потери и остроумные шутки. Возможно, поэтому взрослым он понравится даже больше, чем детям. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.